Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я хочу по поводу той ситуации, которая сложилась между родными братьями, между братьями-войнахами. Я хочу рассказать то, что я знаю, только то, что я видел, только то, что я слышал, не более того, не ссылаясь ни на кого, ни на одного человека. Под каждым своим словом я могу расписаться. Более того, под каждым словом, сказанным мной, я могу поклясться именем Всевышнего, и я вам клянусь, что ничего от себя не добавлю и не убавлю в том, что я буду рассказывать вам. Прошли похороны Тимирханова. Я имею в виду Юсуф Хаджи Тимирханова. Тысячи, десятки тысяч людей приехали на похороны со всего Кавказа. Ну и, естественно, самая большая делегация была от братьев. И тогда недоброжелатели серьезно обеспокоились, очень серьезно обеспокоились. Что есть, что может поссорить, в принципе, любого кавказца, Северного Кавказа, это земля. И вот тогда встал вопрос по этому участку земли и по этому соглашению, которое между собой достигли чиновники обоих республик. Хороший расчет, правильный расчет у наших недругов. Тяжело об этом говорить, но они нашли брешь, и работа закипела. Работа для фитначей, тех, кто носит фитну между нами. Я сам ингуш, и мое мнение по этой земле, оно неоднозначное. На Северном Кавказе нет земли без хозяев. И завтра мужчины соберутся и этот вопрос решат. Это я вам говорю, злопыхатели. Это я вам говорю. Что хачи кархугячо. Вы будете не хозяева своим штанам, когда мужчины собираются и этот вопрос решат. И решат так, как решают братья. Валлахи, билляхи решат. Сейчас часто обсуждается, это волнами, вернее, не сейчас, это было волнами, и пригородный район, и война в Чечне, и беженцы в Чечне, и беженцы из Ингушетии. Это все обсуждается, по этому поводу я тоже хочу сказать. Это была затравка всей вот этой фитны. В 1992 году, когда в пригородном районе случились события, мы все знаем, о чем я говорю. Я знаю многих ингушей, которые обвиняют своих братьев-чеченцев в том, что они не встали на сторону ингушей и на государственном уровне, а тогда Ичкерия было отдельное государство, кто бы как ни говорил, что они не выступили против России. А я из 56 лет своей жизни 40 прожил в Грозном, и поэтому говорю как человек, который все видел изнутри. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. В 1992 году, когда начались эти события, по телевизору выступил Джахар Дудаев. Он сказал, что на государственном уровне мы не можем выступить, мы не готовы. Но тех, кто индивидуально, добровольно войдет на помощь своим братьям, я останавливать не буду. Наши братья ингуши оказался просто разменной монетой для преступного ельцинского режима. Он оказался разменной монетой, вся эта возня была затеяна на то, чтобы выдернуть чеченцев на этот конфликт. Слава Богу, что чеченцы не поддались. Потому что если бы они поддались, и российские войска вступили на территорию Чечни и нанесли бы тот ущерб, ту разруху, сотни тысяч смертей, которые там случились, то это для наших злопыхателей был бы еще один повод для того, чтобы говорить, вот, из-за ингушей мы пострадали. Ну, 92 год, моя сестра замужем в Владикавказе, и я, естественно, срываюсь с Грозного и еду в сторону Владикавказа, доезжаю до Черменского круга, и все, стоп, колеса, дальше все. Идут обстрелы, слышна канонада, идет война. Я любыми путями пытаюсь проехать во Владикавказ, так как идут разговоры, что люди, проживающие, ингуши, проживающие в Владикавказе, вышли в село пригородного района, я хочу найти свою сестру, свою племянницу, одним словом, семью своей сестры, померить свои силы и возможности. Но движения в ту сторону нету, стоит 200-300 человек, может больше, может меньше, не знаю. В это время подъезжает БТР,
Сверху на броне сидят люди, за ним подъезжает грузовик, не помню, то ли Урал, то ли ЗИЛ-131. На броне сидят ребята чеченцы, в основном, есть среди них ингуши. И в кузове этого грузовика также сидят чеченцы и ингуши. Чеченцев больше, процентном отношении процентов 80, наверное. Все они с Грозного. Остановились буквально на минуту, и они спрашивают, у нас есть кто-нибудь, кто едет в ту сторону, кто хочет туда заехать. Ну, я, естественно, запрыгнул к ним в кузов и поехал по этим селам, бродил, искал свою сестру. Бродил там 2 дня, на ночь, правда, возвращался. И на третий день туда поехал. Но сестру я не нашел там. Это я к тому, что были ли чеченцы там или не были. Потом муссируются слухи о том, что после того, как Ичкерия объявила себя свободной, якобы висели транспаранты, растяжки, дай бог памяти, русские в Рязань, ингуши в Назрань, и потом уже позже начали проскакивать разговоры, что еще татары в Казань. Я клянусь именем Всевышнего, я житель Грозный, который всю первую войну провел там, часть второй войны провел там. Я не видел такой надписи ни разу. Я клянусь именем Всевышнего ни разу. Я не видел такой надписи, такого транспаранта, такой растяжки. Да, может, где-то что-то кто-то говорил, может быть. Я этого точно не знаю. Но я не встречал ни одного человека, который видел их. Ни среди своих родственников, ни среди своих знакомых. Я не встречал, когда я спрашиваю, ты видел сам лично? Человек мне это рассказывает, что вот были такие растяжки. Я говорю, ты сам лично видел? Нет, не видел. Ну, якобы видел тот-то. Ну и вот так вот, на уровне сплетен и разговоров. Эти транспаранты и растяжки были, да. Ну, фактически, я не встречал человека, который их видел. Да, был другой вариант. Я тоже этому очевидец. Когда люди выходили с пригородного района, их не пустили в Серноводск, курорт. Там одни говорят, что вот чеченцы испугались, что за ними пойдут войска или еще что-то. Да ничего подобного. Это была инициатива одного-двух частных лиц, хозяев этого курорта, которые там стригли со всего капусту. Это была их инициатива. А тут туда придут какие-то беженцы, будут жить, денег с них не возьмешь, и кормить их надо. Но, валлахи, это не было политикой, это не было повсеместное какое-то, это был какой-то мизер. Есть же, наверное, ингуши, которые меня услышат и которые знают, что они приехали после этих событий в Грозный, на территорию Чечни, и жили, и работали. Я не говорю, что на государственном уровне им кто-то помогал. Молодое государство Ичкерия тогда было в очень тяжелом положении. И помогать беженцам особых возможностей не было, надо быть объективным. Я никого не защищаю. Чтобы не быть голословным, я жил в городе Грозный на улице Цветочной, 15. Кто-то же, наверное, услышит меня, я же должен, если я говорю неправду, как-то бояться этого. А я хочу, чтобы услышали те, кто жил на этой Цветочной улице. Чтобы они подтвердили каждое мое слово. Мы были одна семья. Так вот, я жил на Цветочной 15, справа от меня, Цветочная 13, жил Хаджиев Муса. Он и сейчас здравствует, он и сейчас живой. Так вот, где-то через 2-3 недели после этих событий, которые были в пригородном районе, зашел Муса, и он мне говорит, никому ничего не говори, вот здесь 100 тысяч, которые люди, это тогда были большие деньги, которые люди оттуда вышли, кому посчитаешь нужным, раздай их, пожалуйста. Я говорю, Муса, я не могу взять, это очень много денег. Он мне говорит, слушай, не надо рассуждать, делай то, что тебе, он старше меня, делай то, что тебе говорят. Ну, отец выразил свое недовольство тем, что я взял. Он мне говорит, ты же знаешь, он сейчас нуждается в средствах. Я отцу своему говорю, что я пытался ему их вернуть, но бесполезно. Он не взял их. Я говорю, отцу, давай их разделим, там, ну, тысяч по 20, там, отдадим 5. Ну, тогда мне отец говорит, не стоит их делить на 5 частей, потому что если мы 2 дадим, наиболее нуждающимся, они на 50 тысяч хоть смогут снять там квартиру на первое время, питаться, детей в школу отправить, все это. Ну, одним словом, я эти деньги отдал.
нашел наиболее пострадавших, как мне показалось, и эти деньги отдал. На этом же театре боевых действий, коим является сейчас интернет, много читаешь о том, что во время войны чеченские беженцы жили в курятниках, в коровниках и платили за них там по 150, по 1000, какие-то сумасшедшие деньги, что их обдирали, что их гуманитарную помощь съедали. Это же тоже неправда. Не знаю, имею ли я право называть имя, ну, я тем не менее назову. У этого человека жило больше 120 человек, это Харсиев Алихан. А не то, что у него жили там в его домах, в его там каких-то постройках, которые у него были там спортивные постройки такие. Он еще и содержал, имеется в виду, обеспечивал питание по мере сил и возможности, и одежда, и работы. Они живые, эти люди, они есть. Они подтвердят вам, вру я или не вру. Есть мой сосед Удиев Саид Ахмад, который жил, если я не ошибаюсь, в Нестеровке. С его слов вам говорю. Он говорит, что нам редко удавалось сходить в магазин, потому что те люди, у которых мы жили, они то, что кушали, они кушали и мы. Но мы почему-то, что одной стороны, что с второй стороны, только ворошим плохое, только грязь поднимаем. Не знаю, что с нами случилось. Я хочу сказать, слушайте, вы мерзавцы, оставьте нас в покое, нас, чеченцев и ингушей, оставьте нас в покое. Вы не являетесь ни чеченцами, ни ингушами. Вы мусор. Вы эта мерзость, оставьте нас в покое. Детиш, нохчи мехталач. Детултхо, голая мехталач. Оставьте нас в покое, я вас по-русски вам говорю. Уахдехки дуахдуша. Валлахи, мы вас так причешем, мы вас сильно разочаруем во всем. Мы вас причешем так, что от вас будет пыль лететь. Вы не считаете, что нас один, два, что я один такой? Нас подавляющее большинство. Мы хотим жить, как жили наши пращуры, как жили наши деды, как жили наши прадеды, как жили наши отцы. Мы хотим, чтобы наши дети так жили. Валлахи, что дахам да тыц, ну балбау что. Сейцы ждикая душа. Соццы соцарох, соцвек бушо. Вы иблисы, которые за деньги выполняете свою работу. Даже не за идею. У вас нет никакой идеи, у вас не может быть идеи. Если в паспорте написано чеченец ингуш, это не чеченец ингуш. Всем недоброжелателям, соседям нашим, которые живут на чужой земле, я говорю, оставьте нас в покое тоже. Мы сами между собой разберемся. Мы разберемся. Не встревайте, не лезьте, куда вам не надо. Но когда разберемся, мы придем за своим и свое заберем. Врагов прошу не беспокоиться, мы не подеремся. Внешних врагов, я имею в виду, прошу не беспокоиться. А внутренних врагов, этих слуг и близко, которые есть среди нас, я призываю вас успокоиться. Ошунти айнардашон. Лжеисторики, вруны, лгуны, сказочники и с одной и с другой стороны. Вот эти блогеры, которые там происхождение свое ведут чуть ли не от Моисея. Оставьте нас в покое. Вон, живите, вот откуда вы произошли, туда и езжайте. Мы все потомки Адама. Мы чеченцы, ингуши. Мы между собой разберемся. Шушейцича. Бетханов делши борт безом. Чо болби. Вейник и был мастер, Аллах делал абохл. Аллах делал кхелюлцан. Дики шаман эхтубохл. Мушама асып делал долды. Цашхан. Динцы долыш. Иманыз долыш. Халдвей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Если вам понравилось видео и хотите, чтобы его увидело больше людей, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и напишите комментарий.